Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Төре, және бүгін біздерде бәріңізді жақсы көретін Cyberpunk'та ойнайтын боламыз. Ендеше арнаға жазыламыз, лайкты басамыз. Ендеше кеттік. Мына жерде маған жұмысын атқан жоқ. Не бар біздің комнатада аябая? Давай. Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Честно говоря, я еще не пришла в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер дома. Я буду там. Не отыр. Сам потом, ёб твою. Что происходит? Ой, помадқаныз. Ой, не смеем просто. Жоқ. Hadi өлтірсеңдер өлтіріңдер. Көздей қойып едім бір құттай көздей қойып едім. Соңында көп көріндер ме? Достар, айтпақшы, бүгін мен ұзақ часть қылам ба деп отырмын. Үлкен часть, біздің керемет көрерменіміз комментарияға жазып кетіпті, что бөлім ұзақ болсын, 3 сағат, 2 сағат болсын деп. Бүгін патологын қоямыз. Бүгін бірінші рет бізде ең көп болып тұрған Battlefield 4 1 сағат 40 минут, 42 минут па сондай. Екінші Minecraft Story Mode 1 сағат 40 минут. Кеше үшінші бізде осы Cyberpunk'тың бөлімі 1 сағат 32 минут па, әлде 37 минут па сондай. Енді біздер патологын қоятын боламыз. Тіпті 2 сағат қоймыз мүмкін, тіпті 3 сағат көреміз қазір. Егерде менде проблема болып қалмаса, мысалы 3 сағат, тіпті 4 сағат қылуға болады. Егер менде проблема болмаса. Дору Такимура. Надо встретиться. Зачем? Это еще зачем? Не сегодня, а база Салверпет.
Честно говоря, я еще не пришла в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Тайна дома. Я буду там. Так. Катана бар дейсің. Келемізға барып жатсаң бәрі. Бірақ менде тым оружие алмай қалды ғой. Әйтеуір кішкене бірдеңе алып алайын. Мынаны алып алайын. Мынаны алып алайын. Кешір. Неге? Мен киініп тұрған жоқпын. Бірақ жабық тұр. Неге? Невозможно. Вроде болды. На развитие главной транспортной артерии города выделят 20 миллионов евро-долларов. Особое внимание уделят ее эффективности и барьерам против кочевников. Пока это все местные новости к этому часу. После паузы вас ждет краткий обзор мировых событий. Привет, это Ариф Игбал и новости WNS. Сегодня грустный день для нашего города. Мэр Люциус Райан ушел из жизни. О смерти Райана сообщила его семья. Он мирно скончался. Пока неизвестно, но текущие сведения говорят об отказе сердечного импланта. Функции Райана на оставшийся до выборов срок будет исполнять его заместитель и помощник Уэлдон Холл. Холл также объявил, что сам примет участие. Күтіп тұрмын, мен өзі ашылады жүрді. Что это было? Джонни, ты видел? Что-то тут не так. Да, ты думаешь? Да я не про аварию. Чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия? Вот что странно. Бля, не болып жатыр, бас ауырып кетті ғой.
қалай оқиды? Нахуй. Оқыдым ғой сообщениені. Бля, сообщениені оқыдық. Так. Понятно. Вот осташ. Сообщение оқыған жақсы ма деп қалдым. Очень низкий дейді. Осыны оқып тұрмын ғой, братан, не понимаешь? Осыларды орындасақшы. Чем этот? Мен алмаймыз ғой. Выносливость. Басқа біреудің машинасы жоқ, хотя адамдарға не болған, яғни бәрі өріп қалайын да жүр. Неге машина жоқ? Әрине өте түсініксіз қазір жағдай бізде болып жатыр. 700 метр деген ой, аяқтаға машина керек. Тоқтайын деген ой жоқ. Жұлдыз бар. Ой, жұлдыз ештеңе емес қой. Жұлдыз ештеңе емес қой біздер деген. Полициядан қашып үйренген балалар емес қой. Кітабис. Тағысын тағы деген ойындар. Үйретті ғой өмірден қандай болатын. Полиция қорықпау керек екен деп қойсын.
Енді көп сөйлегім келіп отқан жоқ даже. Просто ойынды уайымдап тұрмын десем де болады. Әрине. Басты ауыртып жібереді. Бля. Кемпір сөйлесейші. Эй, кемпір. Так. Неужели это Давно тебя не слышно. в моем Вакака Акада. Қуаманалар яптай алмайды. Вакака. Давно не виделись. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться за Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. Ты и твой друг. До связи. Нам с тобой еще нужно рассчитаться. Помнишь Сандру Дорсет? Я не забываю о таких вещах. Вот твоя награда и очень приятный бонус. Загляни к Риперу, у него для тебя подкожный имплант. Сможешь пользоваться умным оружием. Тигриные когти такое любят. Давай. Привет. Ищешь компанию? Секс-работница. Давай, кет курик. Уже нашла. Ну пошли. Все равно делать нечего. Иди со мной. Мен айтып осыған $100 бердім ба, бля? $100 ма еді? Қызы. Фу, ёп, твою мать, жатқа кіріп кеттім мен. Бля, жежетігі. Құдай ай. Судьба деп татырық сабақ ойыншық. Ладно, похуй. Мапукум сикин. Со мной ты до утра течь будешь. Эй, куда это ты так спешишь, красотка? Притормози не так быстро. Давай ты разрешишь себе сегодня немного поразвлечься. Прямо здесь? Массаж на обочине? Нет, такое стоит дороже. Жоқ, рахмет. Это
Mendeki kızlar men. Avtomatpен жүресің ғой. Мен анаған, ну, типа, осылай барайын деп тұрмын ба? База жоқ. Дұрыс, былай. Көзімде қап-қара очки, өзімде қап-қара негірмін бачи. Оу, бачи, негір. Полицейский. Rolls-Royce сындырдым ғой. Интересно. Көзімде қап-қара очки, өзімде негірмін қап-қара бачи. Бачи, негір. Ё-майё. Серіп кете салдым ма деген соң. Бұл жерде дұрыс жетіп кетейін, кішкене соқсар ғой. Аңғара. Звук жоқ. Ешен бір-біріне соқсан звук болмай, дұрыс деген. Сол жоқ. Обидно бар. Ну, бар ғой негізі, просто оқауды. Онда не жүрсін да? Осыны так көрттейші. Жас артынан өреміз, а? Артынан көрек. Көзімде қап-қара очки, қап-қара негірмін бачи. Бачи, негір бачи. Ебать на. Аталмай деген ғой мәшен іште отырып. Обидно. Өтеді түндер. Болса да бізге болады. Анда не хуйня болады. Ёп твою ж. Астында ғой ана. Жоқ. Я. Мен жер жөндейтін ойларым жоқ болсын ма? Күту керек қой енді. Сіз звуктар нен шығатыр. Мұнда бірі отыру керек қой. Тағы оны күтемін.
Не хватах жетпісін ба? Шлюхалар білет. Она выкашивает наших! Бегом, бегом! Рахмет қайда бауырым? Сен үшін күрестің ғой. Круто, сайда жатырмаш. Что есть хорошего? Выбирай, дей салдаш. Қазақтың қарапайым баласысың ғой, короче. Не істеу керек? Ақша бар екен ғой. Не дейсің ба? Не қоюға кеңес бересің? Арзан ғой, қоя салайықшы. Қойып жатырмын, не қойып жатқанын білмеймін. Тым қымбат екен. Оларды. Олар да қымбат. Ой. Ну что, Кассиус, как бизнес? Последнее время не жалуюсь. Макс так недавно разгромили подпольную клинику. С тех пор поток пациентов вырос, и цены у меня тоже подскочили. Совпадение? Как знать. Ей, енді не қоям мен, ептік. Қой дегенімді қойдым, жи дегенімді жидім. Жоқ. Собрать награду. Қайдан награда, ё-моё? Түс үнсем бұйырмасын. Не айтып атсыңдар?
дымчын мен. Мен сатып алып отырмын. Мен сонда мана сатып алмай осыдан алуым керек пе еді? Тупойсың дейсіз, тупой айтпайсың ба? Тупой ақша жен көріп қойын маған. Қая мернем ба? Әлі отырман ену. Позвоните мама Уэллс. О, Уэллс вот. Ви, рада тебя слышать. Наконец-то. Давно мы не разговаривали. Еще с тех пор, как Джеки умер. Я звоню выразить соболезнования. Выразить соболезнования. Иисусу Христу, Ви, ты жила с нами под одной крышей. Имея уважение не разговаривать со мной, как будто мы чужие друг для друга. Я сама хотела тебе позвонить. Я готовлю афренду по Джакину. Мы должны проститься с ним, как положено. Церемония пройдет у нас, в каюте. Соберутся многие из его хороших друзей. Ничего не говорите, мама Уэллс. Я приеду. Я ни секунды в этом не сомневалась. До встречи, Ви.
Скайридің Москвадан шыққан. Tüm ne anladım o. Çok kolay da ekенсің. Прикинь. Kolay da ekенсің. Сол баяғы бактар. Бак және бак. Бұл ойында Скайбер бак деп қой беріппін. Қала бірдей. Қаладан онда қатты көңіл саламыз. Освещение жоқ, бір керемет жерде жүрген сияқтысың. Ондай емес. Қарапайым сияқты. Күнде көріп жүрген жерің сияқты. Онда бір сезім жоқ та. Сондай, короче. Бос әлем сияқты бос. Звук там. Күтеміз қазір. Если ты обо мне не слыхала, еще услышишь. Я Дина. Знаю все, что творится в центре. Я Ви. Да, знаю. Наслышан. Всякого. Если что нужно, обращайся. Надо убрать отсюда Дина бильярдный все стол. про всех знает. Думаете? Он довольно тяжелый. Слыхал, ты дома? Ви, спасибо, быстро. что пришла. Хороший у тебя слух. Садись. А то как Садись. же. Если тебе Хочешь что-то пива? нужно, ты знаешь, где меня найти. Можно выпить немного? Салют.
Давно мы с тобой не виделись. Как ты поживаешь? Честно говоря, бывало и получше. Почему? Расскажи. В тот день, когда погиб Джеки, в общем, с тех пор моя жизнь стала гораздо тяжелее. Понимаю тебя. Мы все так себя чувствуем. Я сейчас пытаюсь подготовить Афренду. Столько надо сделать, рук не хватает. Я бы хотела принять участие в церемонии, но как положено, чтобы не нарушать ваши традиции. Так. Просто у меня нет ничего, что можно было бы положить у гроба, чтобы почтить его память. Ну и что? Зато у тебя доброе сердце, Мининья. Нужно просто что-нибудь символическое. Поищи в его гараже. Там, считай, все его прошлое. У Джеки был гараж? Раньше он просто держал там мотоцикл, а не так давно совсем переехал туда жить. Ты там обязательно что-нибудь найдешь. Ничего, что я буду трогать его вещи. Но, Миха, он умер. А похороны, они для живых, а не для мертвых. Вот, возьми ключ. Пиздец, айтыма дедім ғой. Спасибо, мама Уэллс. Да не за что, Ви. Это тебе спасибо за твою чуткость. Гараж на Республиканском проезде. АИТВ. Наумш? Ну. Привет, Ви. Привет. Что ты тут делаешь? Просто сижу и жду его. Хотя прекрасно понимаю, что он больше никогда уже не придет. Последнее время я часто прихожу сюда посидеть. Могу час просидеть. Это глупо, но я так скучаю по нему. Очень скучаю. И я тоже. Присядешь? Поболтаем? Давай. Почему глупо? Это обычные человеческие чувства. Наверное. Джек про тебя рассказывал. Много. Говорил, сколько ты для него значишь. Прямо так и говорил. Скорее всего, слова были совсем другие. Может быть, и другие. Но он имел в виду это. Серьезно. Я рада, что ты узнала настоящего Джеки. Все думали, что он такой наивный весельчак, который во всем ищет положительные стороны. Но они ошибались. Но нет, таким он тоже был. Во всем старался видеть хорошее. Джек был славный, душа нараспашку. И он не боялся жить полной жизнью. Хотя у него были свои тараканы. А у кого их нет? Вот именно. Они и делают нас теми, кто мы есть на самом деле. Здесь осталась частичка Джеки. Мама Уэллс будет устраивать прощание с Джеки. Мне надо найти что-то, чем он дорожил. Не поможешь мне? Не уверена, что мне стоит туда заходить. Думаешь, пока рано? Дело не в этом. Мы с мамой Уэллс не то чтобы в лучших отношениях. Она бы не хотела, чтобы я что-то здесь трогала. Джеки был бы рад, если бы ты зашла. Это главное. Пойдем. Не ващердім. Закрыто. Интересно, что там? Его логово. В смысле спальня. Наверное, от нее был отдельный ключ. Давай посмотрим. Может, Джеки его где-то спрятал? Эрнест Хемингуэй. О ком звонит колокол. Джеки часто ее перечитывал. Перед каждым большим заказом. Он говорил, что этот мужик круче, чем Морган Блэкхенд. А ты читала? И как тебе? У меня как-то руки не дошли.
Думаю, она хорошо подошла бы для Фрэнки. Зверь, а не мотоцикл. Джек чуть не плакал от радости, когда купил его. Прямо воплощение Джеки. Ну вот, для Френда уже что-то есть. Ну, можешь тут еще походить. Все polные. Его любимая. Запас на черный день. Не прикасаться. Почему? ¿Por qué no puedes А вот и ключ. tocar una reserva estratégica? ¿Va? О, Джеки. Это мандала? С ней долгая история. Эй, все хорошо? Ты не представляешь, насколько. Я однажды сказала... Джеки, что ему нужно очистить это место от негативной энергии. Например, с помощью мандалы из песка. Он мне тогда ответил, что из песка лучше построить замок, дом, родовое гнездо Уэлсов, крепость. Похоже, ты влияла на него сильнее, чем думала. Да, наверное. Мне кажется, она немного кривовата. Она ужасна. Но это самое красивое из всего, что я видела в жизни. Кожаный ремень? Память об отце. Из детства. Этим ремнем он бил и Джеки, и его мать. В один прекрасный день Джеки избил его самого и сказал, что в следующий раз убьет. Папаша попал в больницу, а потом ушел от них. Только зачем он его хранил? Видимо, как напоминание. Да уж, Джеки любил тягать железо. Это был для него способ медитировать. Он говорил, что штанга лучший слушатель. Поймет все твои проблемы и не станет давать дурацких советов. Нам пора идти. Знаешь, Ви, я еще останусь ненадолго. Попрощаюсь с ним. Мои глубокие соболезнования. Он был очень милый мальчик. Так выпей в память о нем, Падре. Лучше несколько раз. Так и сделаю. Ви, хорошо, что ты пришла. Мы сейчас начнем. Садись, пожалуйста. Привет. Большое спасибо всем, кто пришел. Я не буду расписывать, каким человеком был мой сын, и говорить, как мне его не хватает. Я лучше расскажу вам одну историю. Было ему тогда лет, может, 19. Джеки был в Валентино, а у них тогда была война с Мальстрёмом. Мне позвонили из больницы. Сказали, что в него попали 3 раза. И все рядом с сердцем. Когда я приехала в больницу, он был в сознании. Из него торчало столько трубок, что он выглядел как какой-то осьминог. Он сказал: «Не волнуйся, мама, пули меня не берут. Со мной никогда ничего не случится».
А когда я собралась уходить, он снял с пальца перстень Валентина. Сказал, он ему больше не нужен. Он не боялся. Просто не хотел, чтобы я за него волновалась. Descanse en paz, mi hijo. Когда я еще ходил в боксерский клуб «Бесы Найт-Сити», у нас была такая поговорка. Ищи настоящих друзей среди тех, кто может отправить тебя в нокаут. И это правда. Рука у Джеки была тяжелая. Ни от кого я еще так не получал. Я его удар помню до сих пор. «12 раундов, дружище». Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Кто-нибудь еще? Давайте я, наверное, расскажу, как мы познакомились с Джеком. Я частенько вспоминаю этот день. Началось с того, что он приставил мне ствол к голове. Потом нарисовались местные копы. Наваляли нам обоим. В чем-то по моей вине, в чем-то по его. Выбирались оттуда уже вместе. Через каких-то полчаса мы уже обедали у мамы Уэллс. Оказалось, у нас все-таки было кое-что общее. Принципы. Джеки Уэллс. Друг, который никогда не предаст. Самый верный товарищ. Если он ставил перед собой цель, то готов был умереть, чтобы ее достигнуть. Однажды он мне сказал: «Чика, главное в нашем деле — никого не бояться». Он всегда гордился своим районом. Хейвуд воспитал его. Но самое главное — Джеки любил жизнь и не боялся жить. У него была широкая душа, он не рассуждал, а просто делал. Он всегда смеялся и говорил, что пули его не берут, и что однажды он станет легендой посмертия. Можно сказать, он добился того, чего хотел. Устроил серьезные проблемы некоторым влиятельным людям. И если он смотрит сверху, то, наверное, сейчас показывает им средний палец. Когда в юности уходишь на войну, у тебя есть иллюзия, что ты бессмертен. Убивают других, а тебя нет. Когда тебя в первый раз тяжело ранит, эта иллюзия исчезает. Спи спокойно, друг. Я бы хотела сказать тост. Por mi hijo. Спасибо тебе за теплые слова, Ви. Я рада, что ты нашла время приехать. Хорошая френда у нас получилась. Знаешь что? Ты хороший. Может, тебе налить? За Я Джеки. хотел бы, чтобы они были у тебя. Налей. За Джеки. Аминь, сестра.
Кампо в депрессии. Говорит, для него это как потерять одного из своих. Интересно, будет ли он по тебе так же Ты плакать? пришел попрощаться с одним из своих, падре? Только не начинай, не сегодня. Я пришел попрощаться с хорошим человеком. До свидания, падре. Иди с Богом. Спасибо вам. Я буду его беречь. Обещаю. Cuídate, Vi. Эй, ты! Выпьешь с нами? За Уэлса. Ладно, чего б нет. За Уэлса. Мир его праху. Мне будет его не хватать. Уже не хватает. Мне тоже, Чика. Ой, мне тоже. Выпьем за Джеки. Он теперь уже в лучшем мире. За Джеки Уэлса. Я опять не ещё это тастады уж Джек Уилсон. За гордого сына Хейвуда. Я пойду, Вик. Ага, увидимся. Эх. Ебай. Потолок. Ой, бляску.
Садись. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала, скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Йоринобу Арасакой. У нее есть к нему подход. Я сама хотела бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от чипа. И я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с чипом? Ей помогает корпорация? Понятия не имею. Эвелин много знала про чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев, забыли? Простите, что не смогла вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Подожди. Ты нужна мне. Йоринобу Арасака должен ответить за отца-убийство. Ищете справедливости в Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Йоринобу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какой-то наемнице? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. Так мы что, зайдем такие в Арасака Тауэр и всем объявим, что Йоринобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сама. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Политика. Вы говорите про Андерса Хельмана? Откуда ты о нем знаешь? Я же готовилась к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андерс Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Корейского полуострова или его прибрежным водам. Ханако-сама, оаэтеките коэ десу. Итак, Ханако-сама, я хотел бы спросить вас. Эй, я вообще-то слушал. Что ты сказал? Не надо, Такэмура. Спасибо за предложение. Я подумаю и перезвоню. Мне нужно время.
чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. А с чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. И для начала я попробую поискать Эвелин. И если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да, только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Юринобу Арасака бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его, и он решит мою проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Наплевать. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Юринобу. Хельман хорошо знал их обоих, поэтому он может быть ценным свидетелем. Крысы пищат громко, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб посмертия. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Приняла вас за пиджака? Решила, что Сабура Сама погиб от моей руки. У Бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, Бестия еще жива. Да ты не охренел ли? Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься. Типа ничего и не было. Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужна мне живой. А не пошел бы ты нахер! А представь, каково было мне. Ты проснулась на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с Бестии. Я ее 1000 лет знаю. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь Бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль — это ее старый дружок Джонни? Да ладно, Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видела твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Нет никаких нас. Бля, пацаны, репетер соул, на лайк пасмар. Давайте, короче.